Еще одно частное рыбное хозяйство в Коме. Власти поддерживают начинающих предпринимателей с помощью программы «Агростартап». Владислав Тарабукин из деревни Гавриловка Сыктывдинского района ею воспользовался и уже год разводит форель. Анна Зубарева побывала на его ферме. По нраву не капризная, растет быстро, продается дорого. Форель, кажется, идеальный вариант для начинающего агрария. Так считает Владислав Тарабукин. Выращивает и продает рыбу с прошлого года. В 2 его бассейнах плавает 8 тысяч мальков. И этого, говорит, мало. Надо расширяться. Еще 2 установки и новое помещение. Благо финансово помогает республика. 3 миллиона выделила как агростартаперу и 1 400 000 на техперевооружение. Скоро пойдет прибыль от производства, уверен Владислав. Сначала всегда расходы. Расходы сейчас. Пройдем этот шаг. И будут доходы. Вроде все хорошо берут. Ну и оптом берут тоже нормально, я бы сказал. От 10 килограмм, от 50 килограмм. И суши берут, и кафе берут, и рестораны берут. Хороший пример заразителен. Вот и в Карткеросе или в Ильгарте скоро тоже появится форелевое хозяйство. Где именно, другой начинающий фермер пока не знает. Зависит от того, где найдется помещение. С поиском же оборудования, корма или малька оказалось куда проще. Связи с поставщиками налажены и бизнес-план, самое главное, составлен. Планируется не только рыбу разводить, но и перерабатывать. Переработка – это привлечение дополнительной рабочей силы и получение максимальной прибыли. Мы параллельно будем развивать и переработку, потому что тот период времени, когда рыба будет расти, что называется, нам надо свои коммунальные затраты все покрывать. Поэтому будем развивать параллельно и переработку, и рыбы, и мяса. А разведение рыбы будет основным направлением. 17 тонн рыбы. Столько по итогам 2021 года удалось республике реализовать на продажу. В планах объемы только наращивать. К концу этого года достигнут показателя в 30 тонн, к 2025-му выйти на 200. К слову, мальков Владислав из Гавриловки берет из Москвы и Геленджика. Все свои. А вот что касается корма, финский сегодня приходится менять на российского производства. А потому все прогнозы сейчас немного в подвешенном состоянии. Будем понимать, как будут развиваться события только после лета, потому что они еще на финских кормах сейчас в данный момент, что покажут эти корма. И вот тогда уже тоже можно прогнозировать будет, как переход этот от кормов иностранного производства к нашим кормам. Это тоже будет зависеть все. Сегодня в республике всего 3 форелевого хозяйства закрытого цикла. Каждое на вес золота. Продукция своя, экологически чистая, выращенная буквально под боком. Поэтому Минсельхоз заверяет, начинающим бизнесменам власти будут оказывать всю необходимую поддержку. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.